Хайбулинский район Республики Башкортостан расположен в самой юго-восточной части региона, на окраине Зилаирского плато. Хайбулинский район граничит с Зилаирским, Баймакским, Зианчуринским районами Республики Башкортостан и Оренбургской областью. Вытянут с севера на юг на 90, с востока на запад на 150 километров. Районный центр, село Акьяр, находится в 540 километрах от города Уфы. В Хайбулинском районе в селе Янтышево в 2008 году начали строить круглогодичный детский лагерь «Аксарлак», но средств не хватило. На этом объекте глава Башкортостана Ради Хабиров. Начальник отдела образования Владимир Дарович Сиражиддинов. Очень рада вашему очередному приезду в наш район. Спасибо большое за внимание в нашем районе. Ну вот, Ради Фариш, проект «Булган» в свое время сделали. Вот получается, вот здесь 2 здания успели построить, остальные вот на уровне фундамента. Конечно, сейчас со временем, наверное, уже затратно. Наверное, 1-2 спальных корпуса сделать, какой-то там со спортзалом или с каким-то залом. Вообще вот эта местность полностью была отведена в свое время под детский лагерь. Сейчас мы его оформляем, эти здания, поддерживаем. На сегодняшний день на проектирование средства требуются, и в будущем, по возможности, конечно, на строительство уже спальных корпусов. Порядка где-то 350 миллионов. Давай посмотрим, если у нас на западе есть, там в Белорецком районе есть. Вот на юге у нас не было вот этого круглогодичного. А тут газ есть, да? Газ, все коммуникации Все есть. есть, Да. Вот даже вот это все асфальт было сделано в свое время именно для этого детского лагеря. Очень продуманно. Рядом Сибай. А вот это что? Это деревня Янтыш. То есть здесь есть работа. Да, кто работает, это будет, да? Да. Асфальтовая дорога, да, до лагеря. Самая лучшая дорога. Завтра мы, конечно, с вами, если позволите, проедем, посмотрим. До Янтышева от райцентра самая хорошая дорога на сегодняшний день. Здесь Зилайр рядом, Баймак рядом, Сибай рядом, Магнитогорск. Здесь уже Оренбург. Там правительство представит предложение, это обсудим. Если я сторонник, если что-то делать, лучше позже мы сделаем, но сделать прям очень хорошо. Да. Простые какие-то делать не будем. Это вот пока летние, да, получается? Да, нам очень нравится их совмещенность с санаторием. Поэтому мы считаем, что и оздоравливать можно быть. Мы вот сейчас сюда проедем, санаторий с вами посмотрим. Удобное место расположения. И процедуры лечебные сразу. Дети могут получить там же. Да, родители могут у них там жить, если что. Да. Наш санаторий считается же мать и дитя, то есть в основном с детьми приезжают, поэтому очень даже удобно, думаем. Наша природа вообще востребованность большая. Детей. Спрос большой. Но мы удовлетворяем только 40% на сегодня удовлетворяем. А так 400... вот хотят дети, да? Да, очень много желающих. Даже из Уфы у нас дети отдыхают. Ближайшие. Ну, это асфальт. Да. Ага, прекрасно. Как дорога? Природа здесь красивая, да? Да. Все, поехали. В селе Янтышево Хайбулинского района находится и санаторий «Сакмар». Здесь лечат детей с заболеваниями органов дыхания и опорно-двигательного аппарата. Построили санаторий еще в 2000 году, но со временем он уже не соответствует требованиям. Здание необходимо ремонтировать, между корпусами нужен теплый переход. Глава Башкортостана Ради Хабиров на этом объекте. Это уже получается вот столовая. Вот это получается. Они первые, Ради Фарич, извините, что перебиваю, они первые, что просят, они у меня первый день, вот здесь хотят теплый переход. Я понял. Зданиями, там буквально на 4 миллиона 700 у них был проект 2000. Проект есть? Да, 2000. Надо вот переход просит. Деньги найти надо. Между двумя зданиями. Это правильно, соединять его надо. Лечебные, а здесь спальни, они вот между собой. Когда они распариваются. А так, конечно, самый максимум лечебный корпус отдельно. Лечебный. Тогда мы высвободим. Сейчас у нас одновременно могут отдыхать максимум 120 человек, но получается где-то 60 детей. Ну да, чтобы они не простужались. Это. Да. Вообще, конечно, сюда зайти комплексно. Да. Давайте помогем.
лечебный алдан вот этот атлап хюлягат, ем. Лечебница? была? Владимир Фаридович, у нас первый этаж, лечебный кабинет в основном. Год постройки 2000 год. Тут Второй этаж у нас спальня, наверное. Вот, поэтому как бы... бассейна нету здесь, да? Бассейн есть на первом этаже. Небольшой, да? Да, да. Вот. Небольшой бассейн, 4,5 на 9,5 метров. Здесь у нас второй этаж. Так, инициируем такие спортивно-оздоровительные заезды. Здесь поддерживаем шахматы, настольный теннис. Здесь варианты смежных номеров. Но они требуют ремонта, видимо, да? Да, требует ремонта. Мы частично поддерживаем. А вот так они, да? Да. Здравствуйте. Это мы. Здравствуйте, наверное, секунду. Здравствуйте, здравствуйте. Смежные номера. Ага, мы посмотреть просто. Да. Здесь туалетная комната и душевая. Отсюда спустимся, да? Да, конечно. То вот мы за последние дни, конечно, понимаем. Нет, понял, вы его содержите, хорошо держите, видно, да? Детская комната. Это мы, игровая комната, так все приспособлено. Зимой тоже забито, да? Да, зимой тоже. Вот в этом году с коронавирусом, конечно, не удалось так полноценно. А так, тогда Равкатович, у вас 100% ведь заполняемость, да? Бассейн, наверное, 70% за счет республиканский бюджет, 30% как автономное учреждение сами зарабатываем. Ну, в основном Сколько человек работает здесь? 82 человека по штату, 80 работают. Янтыш, населенный пункт, держится за счет санатория. Есть рабочие места, люди работают. Бассейн. А, вот, ага. Сауна, бассейн. Для детишек это самое необходимое, можно сказать, это единственный детский санаторий, который имеет хоть такой бассейн. Вместимость 8-10 детей. Сауна, А, вот, ага. большой бассейн. Да. Дети у нас лечатся заболевания органов дыхания, общее оздоровление чаще. А для взрослых мы помимо органов дыхания разработали методики сердечно-сосудистых лечения, опорно-двигательных аппаратов. Наверное, завтра обсудим, что с этим делать, ладно? Какие предложения? Это прямо Андрея Геннадьевича посадим и вместе подумаем, ладно? Да. На какой год, что есть. Хороший же санаторий. Ну, мы востребуемся. Мы Да, да. проводим всероссийские мероприятия. Приезжают и шахматы. Андрей Геннадьевич, обсудим завтра тогда по санаторию, что делать по этому, ладно? План-лечебный корпус еще в свое время он был, но чуть-чуть нас подзабыли. Так что откровенно Вот давайте, скажу. вот, приехали специально. Да, да, посмотрим. Радь Федорович, доброе утро. Куда мы такой дружной командой? Деревья сажать. У нас сегодня Зеленая Россия. Будем сажать деревья. А что будем сажать? Сосна. И у нас главы районов. Все главы районов, да. Вот мы сегодня начинается вот первый день учебы наш. И решили традиции не ломать. У нас 2 дня. Вот это суббота. И следующая суббота это Зеленая Россия. Следующую субботу мы будем сажать в Уфе. Вот, а в эту здесь. Ну что ж, хороший день, хорошего настроения. Хорошее настроение. Республиканская акция «Зеленая Башкирия» проходит в нашей республике уже в 4-й раз. Но в этом году впервые в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия». Адлия Башкортостан, мы его назвали. Скажешь, да? Вчера я. Айфариш, айда алдан, бұрат бекет, яма. А мы где будем?
Лет через 10, когда еще раз встретимся здесь, чтобы уже увидели, насколько они выросли. Там кто написано? Печатель Дусович, да? Юрий Каревалевич. Держите его. Ради Фаридович, ну в Хайбулинском районе еще не сажали? Я еще во многих районах не сажал. Ну, это же приятно. Это очень приятно, конечно. Гордей. Через несколько лет здесь будут расти деревья. Такая большая аллея будет. И хорошо, что в санатории, это очень полезно. Да, ну, учитывая, что еще мы посмотрели вчера санаторий, он очень востребованный. Он, глава давно просит, что туда нужно вкладываться. Мы, наверное, на 22 год вот программу развития санатория примем. У нас вообще по Хайбулинскому району, у нас же, получается, мы для Хайбулинского района, для Белорецка, у нас особая программа развития. Из-за климатических условий? Из-за климатических, из-за отдаленности, из-за определенного вот, диспаритета экономического. Вот, мы приняли решение вот, именно им помочь. Поэтому В где-то... этом году мы помогали с субсидиями на зерна. Нет, мы много. Семена. По субсидии, по семенам мы многим районам помогли. Я имею в виду тут вот нехватка определенных социальных объектов, но в то же время тоже нельзя забывать, что здесь есть свои успехи. Хайбулинский район, например, 100% газифицирован, в отличие от многих наших районов, где уровень газификации значительно ниже. Поэтому тут есть и плюсы, и минусы. Ну вот мы сегодня здесь работаем. Спасибо. Доброе утро. Я вам чуть-чуть помешаю. Так, а у вас тоже именные все сосны? Чешминский район. Здесь у нас Федоровский район. Так, а там у нас... А тут у нас Чикмагушевский район. Ну что ж, отлично. Сегодня принимаем активное участие в посадке леса в Зеленой Башкирии. В районе сегодня все руководители организации и учреждений принимают активное участие, занимаются посадкой леса. Вообще, высаживаете леса? Да, ежегодно, традиционно, и осенью высаживали, тоже заложили аллею, посвященную 75-летию Победы. И сегодня вот тоже осенью мы смотрим их, ухаживаем. Где не взошло, мы их меняем сегодня, в этом году. Это важно потом ухаживать. Спасибо. Да, спасибо. Шаранский район. Да. А у вас тоже сегодня акция? Да, у нас тоже акция «Зеленая Башкирия». У нас 85-летие района. Мы тоже высаживаем деревья, аллею 85-летию района. Ну и лес Победы тоже. 75-летие Победы высаживаем. А вы сегодня в Хайбулинском районе. Да, я второй раз в Хайбулинском районе. Я начинал работать главой в 2009 году. Здесь был семинар глав администрации и выездной совет по образованию. Я неделю только поработал и приехал сюда. Вот здесь прямо в Янтыше было очень приятное впечатление возвращаться через 11 лет. Ну, много изменилось. Успехов хайбулинцам. Успехов не только хайбулинцам, каждому району, а в Башкортостане перемены заметны в целом? Да, очень много заметно перемен. Ради Фаридович очень большое внимание уделяет сплочению. Мы двигаемся к лучшему, очень много меняется в лучшую сторону. Спасибо. Спасибо вам. Андрей Геннадьевич, добрый день. Первое ваше дерево в должности премьер-министра Республики Башкортостан. Да. Ну что, как чувство? Ну, во-первых, очень хорошо, что вы заурали же. Это же основа развития Башкортостана. Ну, это и ваша родина. Да, это и моя родина. Вот. Хайбулинский район один из самых надежных. Люди здесь живут очень аскетичные, которые себя держат всегда в такой форме.
Это, наверное, природа в некотором смысле так налагает. Ну и, в общем, люди такие, характер у них очень твердый, очень последовательный, поэтому очень приятно именно в этом районе первое свое дерево посадить. Надеюсь, что сможем и будем продолжать высаживать целые леса, потому что Башкортостан, вчера мы как раз был же День работников лесной промышленности, награждали наших коллег, которые, в общем-то, мы занимаем 5-е место вообще по посадке лесов в России. Вот, и первое в Приволжском федеральном округе. Так что у нас, в общем-то, уже есть результаты определенные. И поэтому каждый такой символ – это просто популяризация этого подхода к бережному отношению к лесам и к посадке новых лесов. Очень важно. Ну и в целом это символ просто возрождения и формирования такого нового Башкортостана, красивого и жизнелюбивого. Ну, а вам, премьер-министру такой республики, не чуждо вот с лопатой стоять Нет, в земле? наоборот, мне кажется, это очень правильные традиции наши предки заложили. Всегда руководители должны выбирать время для собственного участия в таких процессах. Субботниках, посадках деревьев. Это очень правильно. Очень большая энергетика от этого. Она вот тебя заряжает и кого-то на целый день, а меня, может быть, на весь премьерский срок. Спасибо. Я думаю, что это не единственное дерево, которое вы посадили. Спасибо. Спасибо. Как у вас успехи? Посадили? Посадили, сфотографировались с удовольствием. Сажали вместе с главой Стерлитамакского района. Вот. Сначала его дерево посадили, потом Стерлибашевское дерево, полили. Хорошее мероприятие. Ох, они даже подписаны? Не подписанные. Стерлитамакский район. Прекрасно. А где ваше дерево? Наше здесь. Стерлибашевский район. Сейчас будем приезжать, ухаживать. Здорово. Ну что ж, отлично. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо Хайбулинскому району. Александр Геннадьевич, что сажаете? Ну, сосна, собственно говоря. Сажаю сосну, да, будет лес Башкортостан. Сегодня же день мы определили, вот указом Ради Фарич сажаем. Стартовала зеленая Башкирия. Стартовала зеленая Башкирия. Потом, представляете, с какое-то время дети глав будут сюда приезжать, ходить и помимо запаха ковыля вдыхать запах этой сосны, а? Это точно. Ну, а теперь у министра нужно спросить, приживется ли. Приживется, потому что, в принципе, подготовлена, корневая система хорошо взята. Мы специально подобрали поближе к лесной зоне. Здесь как бы ареал произрастания сосны, поэтому будет нормально все. Если уж что, мы поменяем. Отлично, спасибо. Урал Салаватович тут подправляете, чтобы ровненько росла? Конечно. Правильно, конечно. Ну и глава Хайбулинского района, вы как хозяин сегодняшнего мероприятия, как чувство у вас? Очень хорошее настроение. С утра солнышко светит. И сегодня мы в республике начинаем акцию «Зеленая Россия, зеленая Башкирия». Эту аллею мы назвали «Аллея Башкортостан». Здесь для всех районов и правительств в целом деревья определены. Надеюсь, лет через 10-15, а может быть и 20, и 30, люди, приезжая, когда тоже кто-то будет на пенсии, увидев свои деревья, будут радоваться. А местное население, получив такой пример, будут, наверное, только принимать активное участие. Я уверена, что это будет так. Спасибо. Спасибо вам.